В эфире вечерние новости. Здравствуйте. И коротко о главных темах. Якутия на доплату медикам получила самый большой объем средств среди дальневосточных регионов. Малый бизнес организует доставку еды студентам СВФУ с COVID-19 дронами. Дополнительные меры по противодействию коррупции рассмотрели в регионе. Выплаты медикам должны быть прозрачны и понятны. Об этом заявил президент Владимир Путин в рамках совещания с правительством по реализации ранее принятых мер в социально-экономической сфере. Президент подчеркнул, что все должны понимать, кому и за что идут деньги, а вся информация о регулирующих эти вопросы актах доведена до людей и разъяснена в деталях. Напомню, что было принято несколько последовательных решений о том, чтобы поддержать медицинских специалистов. Так еще в марте мы предусмотрели стимулирующие выплаты для них. Эти выплаты действуют до конца текущего года и рассчитываются в зависимости от объема работы. На эти цели из федерального бюджета было выделено 10,2 миллиарда рублей. Затем 15 апреля были установлены специальные доплаты за работу в особо опасных и сложных условиях на период апрель-май июнь. Эти доплаты предусмотрены тем, кто непосредственно оказывает помощь больным новой коронавирусной инфекцией. Для этого из федерального бюджета регионам было перечислено еще 41,8 миллиарда рублей. Из общей суммы, направленной на все указанные выплаты и доплаты, а это 52 миллиарда рублей в целом, в субъекты федерации поступило уже 50,1 миллиарда. То есть это практически все средства. При этом, как мы договаривались, должны были сохраняться и региональные выплаты и надбавки. И все расчеты с людьми за апрель должны были завершиться до 15 мая. Однако, по имеющейся у меня информации, к концу прошлой недели деньги получили далеко не все, кому они были положены. Правда, за последние 2-3 дня, даже за вчерашний день, ситуация менялась в нужном, правильном направлении. Путин также пояснил, что в ряде субъектов федерации выплачивали совсем не те средства, о которых шла речь на совещаниях. Между тем, единоразовая выплата семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет оказалась крайне востребованной. Другой востребованной мерой стало решение о списании налоговых и страховых взносов для малого и среднего бизнеса за второй квартал текущего года. Якутия среди дальневосточных регионов получила самый большой объем средств из федерального бюджета на стимулирующие выплаты медикам. Напомню, что в начале апреля президент России Владимир Путин установил доплаты к заработной плате за особые условия труда работникам здравоохранения, деятельность которых непосредственно связана с больными COVID-19. Также позднее правительством России была установлена вторая федеральная выплата. На сегодня все поступившие из федерального бюджета средства в 100% размере доведены до врачей, фельдшеров, медицинских сестер, младшего персонала, а также до водителей скорой помощи. У нас начался уже период расчетов с теми, кто работает по коронавирусной инфекции. На настоящий момент мы выплатили в полном объеме те выплаты, которые условно называются президентские выплаты. Для тех лиц, которые работали в инфекционных стационарах и скорых помощи, водители скорых помощи, которые также оказывали именно помощь ковидным больным, исходя из их статуса, им также выплачен и аванс за май. Начинаем мы расчеты и по правительственным выплатам, и, соответственно, и в дальнейшем по президентским выплатам, которые рассчитаны сегодня до конца июня, и затем в последующем при осложнении ситуации, я думаю, что они будут продолжаться и дальше. На настоящий момент в республику поступили деньги для выплаты федеральных доплат работникам социальных учреждений, которых закрыли вместе с их постояльцами. Это дома престарелых, детские дома, психоневрологические диспансеры. Также, по словам зампреда, портал для подачи заявлений по доплате на детей от 3 до 7 лет должен заработать с сегодняшнего дня. Его организуют на сайте Госуслуг.
Для тех, кто не может пользоваться порталом госуслуг, то, соответственно, это заявление подается через Управление социальной защиты на местах. И сегодня на штабе министр труда и социального развития Елена Волкова заверила нас о том, что работа для того, чтобы в управлениях социальной защиты не возникало определенных столпотворений, будет выстроена таким образом, чтобы, значит, и у всех получить эти заявления, и затем в последующем с соблюдением всех санитарных правил, соответственно, их, значит, в последующем выплатить. Прием заявок на получение субсидий для предпринимателей стартовал в Якутии. Об этом сообщили в Министерстве предпринимательства региона. Получить помощь могут предприниматели, включенные в расширенный перечень пострадавших отраслей в период пандемии. Первое направление на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских банках, и лизинговым платежам в части дохода лизингодателя по действующим договорам, заключенным до 31 марта 2020 года. Второе направление – это возмещение части фиксированного платежа по страховым взносам для предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения. Третье направление – это на оплату договоров аренды помещений коммерческой недвижимости для ведения предпринимательской деятельности, опять же, по договорам, заключенным сроком до 31 марта. Четвертое направление – это на открытие интернет-магазина, либо интернет-сайта, либо выход предпринимателя на готовый маркетплейс. Это для предпринимателей торговли непродовольственными товарами, а также местных товаропроизводителей и предпринимателей, работающих в сфере общественного питания. Пятое направление – это субсидии по переходу на дистанционный способ работы, то есть на цифровизацию своих бизнес-процессов. Шестое направление – это на возмещение части затрат на оплату коммунальных расходов и расходов по арендным платежам за нежилые помещения для индивидуальных предпринимателей, относящихся к наиболее уязвимой категории населения. Это категории инвалиды, одинокие или многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, в том числе и детей-инвалидов. И седьмое направление – это на осуществление деятельности в сфере туризма и связанных с приобретением туристического снаряжения и благоустройством туристической базы. Срок приема документов установлен до 6 июня текущего года. Доставку еды дронами готовы организовать студентам СВФУ, больным коронавирусом. В здании общежития номер 9/2 на карантине заперты 116 зараженных. Курьер будет стоять снаружи здания и управлять дроном, к которому прикреплен заказ. Еду доставят получателям в открытое окно. Малый бизнес в лице Ассоциации гостеприимства Республики Саха-Якутия решили поддержать движение по борьбе с коронавирусом. Мы предложили нашему федеральному государственному университету помочь и обеспечить доставку еды студентам, которые оказались в сложной ситуации и находятся в обсерватории общежития. Новые технологии сейчас позволяют применить новые способы, и мы решили подчеркнуть инновационный именно статус Северо-Восточного университета и обеспечить доставку той же пиццы, готовых блюд дронами. Мы считаем, что эта акция будет полезна всем и позволит освоить новые технологии. И надеюсь, что данный вид доставки будет новым трендом. Международный день врача-травматолога отмечают сегодня во всем мире. Ежедневно по их профилю в больницы Якутска поступает от 50 до 70 человек. Как проходит работа сегодня, узнавал Александр Хавренко. Несмотря на то, что главной темой в медицине сейчас остается вирус COVID-19 и на борьбу с ним брошены основные медицинские силы, экстренные случаи никто не отменял. Медики поликлинического отделения травматологии и ортопедии Республиканской больницы номер 2 работают круглосуточно и в штатном режиме. С началом потеплением погоды в среднем по экстренным показаниям количество обращений составляет от 50 до 75 человек в сутки. В основном это травмы костно-мышечной системы, повреждения, растяжение связочного аппарата, также колотые и резаные раны. И отмечается увеличение количества обращений по поводу укусов собаками, которые находятся на свободном выгуле.
Врачи-травматологи отмечают, что существует сезонность по тем или иным видам травм. Осенью, зимой и весной большую часть травм составляют переломы, полученные из-за гололеда, экстремальных видов спорта, дорожно-транспортных происшествий. С наступлением лета значительно преобладают колото-резанные раны, укусы собак, ушибы и переломы. Несмотря на карантин, в нашу больницу, вторую республиканскую больницу, продолжают поступать травматологические больные. Отрадно видеть, что у нас намного меньше стало производственных травм, но тем не менее практически половина, 48% всех обратившихся больных с различными травмами находились в состоянии алкогольного опьянения или были впоследствии алкогольных опьянений. В отделении травматологии Центра экстренной медицинской помощи приняты все меры для того, чтобы в условиях пандемии пациенты чувствовали себя в безопасности и не подвергались риску заражения вирусом COVID-19. Хочу отметить, что в наше учреждение попадают экстренные больные с признаками ОРВИ. Для того, чтобы изолировать данных пациентов, нами созданы отдельные операционные, отдельные реанимационные койки, а также провизорное или инфекционное отделение для больных с подозрением на ковид. В травмпункте у нас организована и соблюдается социальная дистанция. Пациенты разделены на первичных и повторных больных, ведется раздельный прием. Также наши врачи-травматологи также продолжают, как и ранее, вести телемедицинские консультации с нашими районами, помогаем в оказании медицинской помощи больным с различными травмами. Ежегодно в столичный травмпункт происходит около 35 тысяч обращений. Колоссальная нагрузка для врачей. И в этот праздничный день хочется пожелать, чтобы эти цифры только уменьшались. Айсан Николаев рассмотрел дополнительные меры по противодействию коррупции в сфере закупок. Рассмотрены вопросы, связанные с реализацией дополнительных мер национального плана на 2018-2020 годы. Они направлены на недопущение конфликта интересов при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также с организацией работы по противодействию коррупции в сферах ЖКХ и энергетики. В этом году «Алроса» планирует самый крупный выпуск водных биологических ресурсов за историю сотрудничества с Чернышевским рыбоводным заводом. Экологи компании посетили хозяйство завода и убедились в готовности зарыбления. Подробности в сюжете Марфирины Алексеевой. В прошлом году «Алроса» авансировала Чернышевский рыбный завод на сумму порядка 6 миллионов рублей. За счет этих средств завод увеличил разнообразие выращиваемых видов рыб. Таким образом удалось вывести и адаптировать один из ценных видов рыб Якутии – чир. Благодаря чему уже в этом году около 1 миллиона личинок чира будут выпущены в реки Вилюй и Лену. Также часть средств направлена на обновление оборудования. Усовершенствование не прошло бесследно. Качество производительности повысилось в разы. У нас обновились цеха, у нас обновилась полностью практически состав какой-то штатной численности. Ну и самое главное, новое оборудование, 2 направления развивается. Холодолюбивые — это у нас сиговые породы рыб, ряпушка, чир, пелить, а теплолюбивые — это сибирский осетр, женская популяция. Но это редко, когда завод занимается вот так сразу 2 направлениями. В период с мая по сентябрь этого года акционерная компания «Алроса» инициирует выпуск более 4 миллионов личинок и 65 тысяч мальков. Так, водные объекты Якутии пополнятся мальками осетра, личинками чира, ряпушки и пеледи. Это самый крупный выпуск водных биологических ресурсов за период многолетнего сотрудничества с Чернышевским рыбзаводом. Мы будем выпускать и осетров в Вилюй, и пелить, и ряпушку, и в Лену, в Вилюйское водохранилище. И чира будем выпускать и в Вилюй, и в Лену. И впервые, то есть компания будет в том числе заниматься выпуском в озера. То есть первый раз в этом году будет выпущено порядка 150 тысяч личинок в озеро Тимиркенде. Ежегодно финансирование зарыбления рек увеличивается. В 2020 году сумма расходов на восполнение водных биологических ресурсов превысит 10 миллионов рублей. Помимо компенсационных средств, которые компания «Алроса» затрачивает на возмещение ущерба, она выделяет деньги, закупает у нас дополнительно рыбопосадочный материал. За счет этого происходит зарыбление Вилюйского и Светлинского водохранилища. С подачи тоже экологического центра компании «Алроса» география у нас значительно расширяется. На данный момент экологи алмазной компании совместно с Министерством экологии Якутии рассматривают возможность зарыбления других водных объектов республики такими видами рыб, как карась, нельма, муксун. Марфирина Алексеева, Вадим Ларионов, Мирный. На этом пока вся информация. До встречи в эфире.